Здравствуйте, дорогие подписчики, а также гости нашего канала. И я, как всегда, от своего лица приветствую вас на нашем канале. Хотел поговорить с вами на такую тему, на тему блогерства в нашем Мирнинском районе. У нас здесь на самом деле не так уж много. Что у нас там блогеров-то всего? Вот я ваш покорный слуга, Политгараж. Алексей СССР снимает о нашем городе. Ему, видимо, так же, как и мне, этот город дорог и делает все для, так сказать, популяризации, что ли, нашего города. Чтобы город наш жил, развивался. Вот, чтобы город наш жил, развивался, все в нем становилось еще более красивым, еще более современным, еще более разносторонним. В общем, за Айхало-Удачнинскую площадку у нас отвечает блогер «Жизнь до и после». Очень много роликов, кстати, снимает, и причем на очень высоком уровне. Вот кто не знает, обязательно посмотрите. Ну, здорово, там у него вообще все так здорово получается. У него тоже есть квадрокоптер. Вообще все там, ну, так эпично получается. Особенно вот эти майские праздники он снимал. Ну, есть на что посмотреть. Алексей, он снимает немного попроще, но, как говорится, кто как может. И насколько позволяют технические всякие разные средства. Он снимает на телефон, на нем же монтирует, но за последнее время я обнаружил, что прямо класс человека растет. Даже вот такой простой монтаж и правильно подобранные сюжеты, вообще молодец, здорово. Вот лайки ему обязательно оставьте. Я, конечно, оставлю все наши под нашими под роликом комментарии, эти ссылочки на их каналы. Вот. Ну и, конечно же, наш блогер девушка, единственная в нашем коллективе, конечно, «Северное лето». Снимает ролики, ну, скорее всего, на телефон. Природа, белочки в парке, конечно же, какие-нибудь экстренные явления природы там бывают, такое резко вдруг среди лета выпадет снегопад или вдруг растает снег. В общем, сюжеты такие замысловатые. Ну, молодец, молодец. Конечно, в последнее время даже тоже наблюдаю такой офигенный прогресс в качестве монтажа, съемок. В общем, тоже молодец. Поэтому обязательно подписывайтесь на ее канал, смотрите и поддерживайте наших мирнинских блогеров. Ну, конечно же, куда нам без Алмазного края? Алмазный край у нас везде, он снимает все, снимает на очень высоком уровне, короткими такими сюжетами, ну, чисто информативно, чтобы где-то там долго не растягивать, как мы это любим, растянуть там на 40 минут ролики. Нет. Алмазный край делает 5-6 сюжетов с одного мероприятия, с разных точек, разной тематики. Ну, молодцы. Алмазный край, вам вообще отдельный лайк. Я все сюжеты ваши смотрю. Мне все понравилось. Молодцы, короче говоря. Вот. Ну, и что получается, такая тема, раз у нас блогерская, да? Ну, сейчас, конечно, времена немножко тяжелые стали. Раньше как-то YouTube даже нас поддерживал. Ну, какие-никакие там небольшие нам бонусы высылал. Хотя, я вам скажу, с нашим количеством аудитории, что такое 5-7 тысяч подписчиков, ну, это практически ничего. Даже посмотреть, если, да, эти материковские там крупные блогеры, у них там миллионные просмотры, миллионные блогеры. У нас все намного скромнее. Работаем мы, естественно, бесплатно, только на добровольных началах. Никто нам не помогает, никакие там бонусы, никакие донаты до нас не доходят. Да и, в принципе, мы особо в них не нуждаемся. Вот. Но все равно было приятно, что когда-то YouTube мне немножко возместил хотя бы ремонт квадрокоптера. Я на просмотрах заработал где-то порядка, наверное, ну, 200-300 долларов.
за год работы. Вот. То есть у меня ролики выходили каждые 3-4, иногда по 5 раз на неделю. Ну, это когда очень много каких-то событий или каких-то мероприятий. Вот сейчас все намного скромнее, там 1-2 ролика в неделю, разная тематическая направленность. Ну, тут майские праздники, и без этого никак. Сейчас у нас День России еще предстоит. Вот, кстати, как вам понравился ролик с гонок? Я даже Алексея СССР посмотрел, мне кажется, у него ролик лучше получился, чем мой. Ну да ладно. Вот. Ну, что я хотел в итоге-то сказать. Товарищи наши доблестные подписчики, просто гости канала, кто не подписался, поддержите наш канал своими лайками. Обязательно наши каналы, да, кто какие смотрит. Обязательно внизу ставьте лайк. Потому что я смотрю, там 1000 человек посмотрело, да, 47 лайков. 47. А дело в том, что если их будет больше, YouTube начинает распространять наши ролики среди различной аудитории. Вот он увидел, например, там 40, да, он куда-то 40 ссылочек разместил. А если их 1000 лайков, просто вот таких значков, можно таких, можно вообще там или так, да, больше никаких же там нету. Вот, и 1000, естественно, рассылок делает YouTube. Представляете, когда у миллионные просмотры, миллион лайков, вот миллион рассылок, я так предполагаю, да, и сразу начинается, канал начинает расти, там обрастать всякими разностями. Вот, обязательно ставьте внизу лайк. А если вы еще не подписались на наши каналы, обязательно сделайте подписку. Вот, друзья, вам это вообще ничего не стоит. Вас не будет заваливать никакая реклама. Это не как он называется? Спамы, да? Нет, никаких спамов не будет. Нету такого на ютубе. Хоть он сейчас там что-то грозят его все закрыть, уже как началась эта спецоперация, его все обещают закрыть, сейчас не знаю. Но никто не закрыл, но дело в том, что это самая просматриваемая площадка, на которой мы, блогеры, мирнинцы, Мирнинского района, можем доводить до вас вот эти наши фильмы. Вот, поэтому, друзья мои, обязательно подпишитесь на наш канал и оставайтесь всегда с нами. Все, до новых встреч, пока-пока. Друзья, сейчас мы приближаемся к новой парковой зоне, которую сдали в прошлом году. Сейчас мы на нее внимательно посмотрим. Вот такие замечательные площадки, огорожены таким еврозабором. Прилегает она полностью к вот этой парковой части. Здесь деревья. В общем, полный натурпродукт. Вот. Смотрите, здесь вот такие места для болельщиков. Здесь у нас площадка для, скорее всего, волейбольная. Везде плиточка выложена, здесь вот газончики красивые. Ну, пока еще ничем они не засажены. Возможно, будет какое-то озеленение. Вот видите, да, волейбольная площадка это. Сейчас мы проедем до следующего
пункта это у нас баскетбольное кольцо. Вот оно, видите? Баскетбол здесь можно играть. Это специальная такая площадка, где в одного играют. Я не знаю, как этот вид спорта называется. Покрытие резиновой крошкой. Дети вон гоняют по полу, потому что площадка такая замечательная, позволяет развернуться здесь. Это у нас площадка для пляжного волейбола. Видите, песочком отсыпано. Пляжный волейбол. Так, сейчас мы выйдем сюда. Смотрите, места для... Это переодевашки. Вот. Как это называется? Кабинки для переодевания. Потому что вы знаете, что пляжный волейбол играют девушки в бикини, мальчики в плавках. Очень много мест для отдыха, просто огромное количество вот таких скамеечек. Вот видите, здесь по периметру скамейки, а здесь вот возможно будут посажены цветы, а может быть это для одежды, для обуви. Такие вот контейнеры. Друзья, у меня это новый такой вид контента. Я еду на велосипеде, камера GoPro закреплена на руле или на багажнике. Вот, если вам понравилось, я буду еще что-нибудь по городу ездить, показывать вам. Особенно когда зазеленеют деревья. И мы сможем насладиться летом. Когда же оно наступит, это лето? Буквально обещают нам через 10 дней. 12 дней, подождите, какое сегодня число? Фу, я уже запутался. 18, 19. В общем, еще немного, и 1 июня наступит лето. А мы с вами сейчас проедем еще немного по этим новейшим, шикарным бетонным дорожкам. Одно удовольствие. Хочется переключить передачу на самую высокую и помчать, куда глаза глядят. Конечно. Помните, я зимой сюда приезжал, осенью приезжал, когда эти площадки еще не были залиты бетоном. И едем дальше. Одно удовольствие кататься на велосипеде по таким дорожкам. Все мягко, ничего не трясет. Красотень только. Спасибо организаторам, спасибо строителям, спасибо тому. Кстати, спасибо нам. Это мы ведь участвовали в вопросе. Городская среда. Это мы добивались этого. Нашими голосами построены эти шикарные площадочки для спортивных мероприятий. Парке все как обычно, все тротуары, все дорожки, все чистенько. А запах, я вам скажу, какой шикарный запах в парке. Дышать воздухом этим просто одно удовольствие. Березовыми почками пахнет, вот только вот которые готовы
готовы развернуться в зеленые листочки. Вот такой здесь запах шикарный. Народу, я вам скажу, в воскресенье народу много, гуляют с детьми. Да и так просто. Многие вот видели, даже скандинавской ходьбой занимаются, на велосипедах, на различных электросамокатах. И просто приходят подышать воздухом. Городская среда, так сказать, никому пользы особо не приносит. Кстати, сохранилось очень много памятников вот этих деревянного искусства. Когда, помните, к нам приезжали художники в прошлом году, вот, и изобразили нам вот эти вот скульптуры из дерева, из перевитых палок, нарубленных палочек различных. Вот видите, здесь тоже какие-то скульптуры. Вот там слева у нас олень. Видите, по левому краю. Вот он, да. Потом вот здесь у нас цветок, лилия или что-то развернулся. Там сердечко огромное такое. И вот это здесь, по-моему, изобразил вот эту скульптуру один французский какой-то художник. Ну а мы едем на выезд. Экскурсия по парку закончена.